Ночью ему во сне явился пророк, который сказал: «Хочешь, держи пост завтра, разговляться будешь со мной, Абу Бакром и Умаром». Поняв, что это его последний в жизни день, Усман стал готовиться к встрече с Всевышним. Он завершил все свои дела и, не теряя ни минуты, в смирении принялся читать Коран. Первый ворвавшийся в дом заговорщик подбежал к склонившемуся над священным Кораном Усману и изо всех сил ударил его мечом по седой голове. Для 82-летнего старца этот удар оказался смертельным, и с пробитой головой, окровавленный, он рухнул на землю. По трагическому стечению обстоятельств, в этот момент Усман читал аят: «Аллаха достаточно тебе против них, ибо Он слышащий, знающий». Его кровь застыла именно на этих словах. В пятницу, 18-го дня месяца Зуль-Хиджа, 35-го года хиджры, душа третьего праведного халифа покинула благородное тело и устремилась навстречу с любимым пророком и со своими товарищами Абу Бакром и Умаром. Но как так получилось, что мятежники, не встретив никакого сопротивления, смогли окружить и напасть на дом самого халифа? Как сподвижники пророка допустили такое? И кем же были те заговорщики? Ответы на эти вопросы просты и очевидны. С наступлением сезона хаджа большинство жителей Медины устремились в Мекку для исполнения пятого столпа ислама. Мужчин в городе практически не осталось. Но и те немногие, кто остался в городе, могли защитить своего халифа от мятежников. Около Усмана до самого конца находились такие великие сподвижники, как внуки пророка Хасан и Хусейн, Абдулла ибн Зубайр, Мухаммад ибн Тальха, Марван ибн Хакам, Саид ибн Аль-Ас и другие не менее известные асхабы. Но Усман не дал им ни малейшего шанса обнажить сабли, сказав: «Не хочу, чтобы на мне была кровь хоть одного мусульманина». А что касается заговорщиков, они тоже были мусульманами. Как и все они, молились, постились и внешне ничем не отличались от остальных. Но было отличие. Им внушили ложные истины, ставя под сомнение верность пути праведного халифа, забыв при этом, что рай Усману обещал тот, кто знает, что было, что есть и что будет. В тот злополучный день, когда Усман ибн Аффан, отказавшись от помощи асхабов, окруженный со всех сторон мятежниками, остался у себя дома один, рядом с ним была и его жена Наиля. Во время беспорядков, когда заговорщики стояли у ворот дома, она в порыве отчаяния, желая спасти своего мужа от неминуемой гибели, попросила его позволить ей сделать то единственное, что она могла — снять с головы платок перед заговорщиками и тем самым устыдить их и заставить их покинуть дом. Но зная, насколько велик этот грех, который не идет ни в какое сравнение с той участью, которая ожидала его, Усман ибн Аффан не позволил ей сделать это, сказав: «Даже если меня разрежут на куски, мне будет легче, чем они увидят хоть одну твою волосинку».